Прекрасное летнее утро. Солнышко пробивается через верхушки деревьев. Мы снова отправляемся в путешествие. Сначала несколько часов едем по асфальту, потом около часа по грунтовой дороге. Сегодня мы отправляемся туда, где вот уже больше века стоит здание, выстроенное без единого гвоздя. А еще в местных реках, кроме налима и щуки, водится форель. Но обо всем по порядку. Нючпас – поселок на северо-востоке Кайгородского района. Во второй половине XVIII века в этих местах нашли залежи руды. Устюжские купцы Иван Курочкин и Александр Юрьинский решили построить здесь завод. Они получили разрешение построить домну на речке Нючпас и именовать оный завод Нючпасский. Необходимость строительства Нючпасского завода была обусловлена недостатком имевшейся при принадлежавшем купцу Курочкину Кажемском заводе рудной базы. Новый завод должен был выплавлять чугун и отправлять его в Кажем для дальнейшей переплавки в железо. Ну а вот это все, что осталось от знаменитого Нючпасского чугунолитейного завода. До сегодняшнего дня нючпасцы находили здесь болванки, отлитые на местном заводе. Еще в 60-х здание завода было целым. Но сейчас на стенах кирпичного здания растет трава, а на крыше возвышаются 3-метровые сосны. Деревьев не было, там шурфы были, лазили мы туда под низ, где плавили чугун, интересовались. Там стоял большой здоровый чан. Как они плавали туда, сверху руду, видать, заливали. И топки были. Здесь труба шла на ту плотину, вот там плотина внизу ей была, и здесь плотина. Воздух гоняли, прокачивали воздух, сюда воздух подавали, в общем. А здесь большая-большая гора со шлаком была, метров 20 высоты, больше даже. Весь шлак увезли, правда, кировчане. На заводе работали в основном крепостные русские рабочие, которых хозяева привезли из Вятской и Великоустюжской провинций. Но, кроме того, на заводе работали и коми-крестьяне, главным образом из соседних ужгинских деревень. Они рубили дрова, из которых выжигали уголь, добывали руду, известь и огнеупорную глину. Недостаточная техническая оснащенность, слабость сырьевой базы, удаленность от рынков сбыта и плохие пути сообщения обусловили высокую себестоимость при низком качестве продукции. В 1923 году из-за прорыва плотины Нючпасский завод был остановлен, а после постройки в Кажеме доменной печи Нючпасский завод потерял свою значимость. Существовали, однако, различные предложения относительно того, что можно производить на заводе. Например, организовать там дегтярное производство, добычу огнеупорной глины. Но планы эти не были реализованы. И в 1926 году завод был ликвидирован. В Нючпасе 2 плотины, что остались от чугунолитейного завода. Обе они долгое время никак не использовались. Несколько лет назад строитель отреставрировал одно из сооружений и начал разводить форель. Однажды весной большая вода прорвала плотину. В дамбе образовались так называемые прораны. В реку потоком тогда унесло около 50 тысяч мальков форели и примерно 6 тонн взрослых особей. Предприниматель понес убытки и отказался далее разводить здесь рыбу. Плотину снова отреставрировали. Теперь на озере каждый год выводят свое потомство пернатые, а форель в местном водоеме водится до сих пор. Местные рыбаки говорят, что по этой плотине частенько форель спускается вот в это небольшое озеро. И здесь они ее часто ловят. Но, к сожалению, вода непрозрачная, она мутная, поэтому не видно, есть там форель или нет. Интересно, что река Нючпас относится к малым рекам ручьевого типа. Физические размеры ее небольшие. И в нижней части ширина реки составляет всего 3-5 метров, при глубине до 1 метра. Длина же водохранилища чуть меньше километра. Средняя ширина 150 метров.
глубина до 5,5 метров. По словам местных рыбаков, на водоеме самый хороший клев с ноября по май. Наверное, поэтому ни одного рыбака с удочкой на озере в этот жаркий летний день мы не встретили. Самую большую рыбу, которую вы ловили, какая она была вот здесь, в вашем озере? Ну, здесь на удочку форель я ловил 51 сантиметр мерилки. Вот это я в прошлом году ловил. И там у меня свое местечко прикормленное есть там. У каждого свое местечко, все, сидит на своем месте. Теперь рыбу разводят на другой запруде, той, что выше по течению. Но на само озеро работники хозяйства нас не пустили. Однако рыбу, что разводят, все же показали. В северо-западной части поселка стоит церковь. По мнению специалистов, это один из лучших образцов деревянной культовой архитектуры в Коми-крае. Храм несет в своих конструкциях и формах элементы, присущие древнерусскому северному зодчеству. Восьмерик на четверике, шатровые завершения храма, колокольни. Церковь полностью деревянная, только основание заложено из глыбы чугуна и шлака. Народная молва утверждает даже, что строение выполнено без единого гвоздя. Пацанами здесь крутились, бегали, смотрели, лазили наверх туда. Ну, рушиться начала она в 90-х годах. А так в 60-е годы она нормально выглядела, еще красиво выглядела. Даже краска на окнах видна была, крылечки эти нормальные были. Интересно было смотреть, многие, кто приезжал, приходили смотреть. Вообще первый храм в этих местах появился еще в XVIII веке, после возникновения завода. Удаленность от приходского центра побудила жителей поселка ходатайствовать в середине XIX века перед епархиальными властями о дозволении строительства собственной церкви и открытии прихода. Разрешение на строительство было получено, и при Нючпасском железоделательном заводе был построен деревянный храм в честь святого праведного Прокопия, устюжского чудотворца. 12 марта 1903 года храм охватил пожар. Усилиями жителей удалось спасти церковную утварь, богослужебные книги и большую часть икон, но само здание сохранить не удалось. Не желая лишать себя возможности присутствовать при церковных богослужениях, жителей Нючпаса не покидала надежда отстроить новый храм. Точных данных о сроках строительства и авторе проекта не сохранилось, но, вероятнее всего, новая церковь строилась в годы Первой мировой войны. Говорят, в северо-восточном углу апсиды сохранилась надпись карандашом об освящении храма в июле 1917 года во имя святого Прокопия Устюжского. И здесь же упомянут строитель церкви, нючпасский мастер Иван Перевалов. Но надпись мы не обнаружили. Это лет 10 назад, перед праздником, перед Троицей, упал купол и все. Вот здесь сюда упал. Мужички собрались, купол, вот это вот, который купол, собрались и увезли на кладбище, к центральному входу поставили. В центре поселка на 2 столбах висит колокол 8,3 пуда. Это примерно около 136 килограммов. Отлил его мастер Алексеев в 1894 в городе Слободском. Этот колокол когда-то висел на местной колокольне. А в 70-е и 80-е годы прошлого века, по словам местных жителей, уже находился здесь. И каждое утро в 7 часов колокольный звон будил нючпасцев на работу. Когда церковь стала рушиться, колокол упал, его как сигнальный колокол стали местное население использовать. Ну, в случае пожара набатный колокол, тревожный. Все время пользуются. Ну, слава богу, редко горим, редко пользуемся. А когда последний раз жители слышали набат? Года 2 назад. Небольшое дощатое строение сгорело, в принципе, бесхозное. А вообще люди как вот быстро сходятся, вот, когда слышат вот этот звон колокола? А сразу же, моментально, буквально 2-3 минуты, и
У нас до пожарной части это очень далеко. Пока приедет, свое дело, народ сразу весь сбегается. Как Михалыч рассказывает, даже бабушка: ой, я опоздаю помочь. Заселение поселка происходило в XVIII веке крестьянами из Вятской, Вологодской губернии и коми-крестьянами из окрестных деревень. Поэтому в Нючпасе свой особенный колорит. Это касается и диалектов, в котором до сих пор присутствуют устаревшие слова как коми-языка, так и русского, и традиций в строительстве. В отличие от традиционного жилища коми, которое представляет собой дом с двускатной крышей, где на чердаке был сеновал, в Нючпасе строят дома и с четырехскатной крышей, высоким забором и воротами. В традиционном же коми-строительстве забор низкий. Назначение его лишь в том, чтобы пасущиеся рядом животные не попали во двор. Наше путешествие заканчивается. Нам пора возвращаться. Несколько лет назад, в 2010-м, плотину в Нючпасе восстановили и сделали ее снова из дерева. Здесь в историческом виде восстановили то, что было когда-то построено нашими предками. Хочется надеяться, водохранилище будет привлекательным местом для туристов. А рядом на берегу стоит прекрасная деревянная церковь. Правда, она из года в год все больше разваливается. Но, может быть, восстановление плотины кого-то подтолкнет взяться и за восстановление церкви.